Девятая территория мира. Симбиоз Востока и Запада. Страна больших возможностей, ярких впечатлений. Все о Казахстане. Важные заметки, полезные направления в программе Routes and Notes. По занимаемой территории Актюбинская область составляет 1/9 часть Казахстана и может соперничать с крупнейшими европейскими государствами. Инвестиционно привлекательный Актюбинский регион известен в мире многим деловым людям, но мало кто знаком с богатым природным разнообразием, от лесистых горных ущелий с быстрыми речками на севере области, равнин в центре до барханных песков на юге. Путешествуя по Актюбинской области, вы сможете познакомиться с уникальными археологическими, геологическими, природными памятниками, историей и культурой доброжелательного и гостеприимного народа. – 150 лет назад на территории западного Казахстана началось строительство крепостей. Они появились на берегах рек Иргиз, Карабутак, Илек и Каргала. Укрепление, состоявшее из нескольких крепостей, в 1869 году получило название Актобе, что в переводе с казахского означает «белый холм». На склоне холма Актобе расположена историческая часть города. Провести время интересно, используя в Актобе можно. Здесь есть театр, филармония, кинотеатры, развлекательные центры, уютные отели. Скучно однозначно не будет. На каждом шагу встречаются общительные люди и неожиданные открытия. В музеях города Актобе и только здесь можно увидеть уникальные экспонаты, останки древних животных. В 1912 году впервые в мире в Иргизском районе были найдены останки гигантского млекопитающего индрикотерия. Это крупное животное, достигающее в длину 8 метров, обитало в местных лесах. А на берегу реки Илек были найдены рога потомка оленя, череп первобытного быка и останки упавшего миллион лет назад метеорита. Кстати, образовавшийся кратер диаметром около 13 километров – тоже уникальное место, где даже сейчас можно найти под ногами окаменелые моллюски и кораллы, а также тектиты – стеклоподобные образования черного или темно-зеленого цвета. Одни ученые считают, что тектиты – это переплавленная в момент взрыва земная порода, другие склоняются к внеземному происхождению этих материалов, предполагая, что именно эти вещества и есть самые настоящие составляющие компонентов ядра кометы. Что более 300 миллионов лет назад на этой территории, где сегодня Актюбинская область, была часть Древнего океана, Древнее море, являются останки тех древних жителей. О том, что здесь выросли потом большие леса, говорят существующие сегодня на территории Актюбинской области памятники природы. Есть у нас ольха-клейкая, есть береза и муравейник с того периода, когда планета Земля только начинала становиться зеленой. И в тех лесах обитали огромные, конечно, животные. И ходил по этим лесам большой-большой индрикотерий, одной из первых млекопитающих планеты Земля. Очень гордятся актюбинцы тем, что именно здесь родилась герой Советского Союза Алия Молдагулова. Во время битвы с гитлеровскими фашистами, когда под градом пулеметного огня никто не мог поднять голову, 19-летняя Алия Молдагулова встала во весь рост и подняла в атаку советских солдат. Метагалактики, звездные системы, черные дыры, эволюция Вселенной и многое другое из того, что окружает нашу планету, можно увидеть здесь. Актюбинский планетарий – одна из главных достопримечательностей города.
В Актобе есть клуб голубеводов. Их в Казахстане на самом деле не так много, и действуют они не во всех городах. Специалисты жалуются, что из-за потерянных голубятниками связей были утрачены некоторые породы. И чтобы не допустить больше подобного, в Актобе регулярно проводятся выставки благородных декоративных птиц. Центральный стадион – главная футбольная арена города и домашняя арена футбольного клуба «Актобе». Центральный стадион украшает город с 1975 года. Это было первое уникальное сооружение такого рода во всем Советском Союзе, поскольку изначально рассчитывалось только под футбол. Первый матч здесь состоялся между командой «Актюбинец», игравшей тогда во второй лиге чемпионата СССР, и московским ЦСКА. Одно из искусственных природных чудес области – Каргалинское водохранилище. Площадь акватории около 30 квадратных километров, длина береговой линии 45 километров. Каргалинское водохранилище предпочитают знающие рыбаки. Здесь отлично идет ловля на карася, карпа и сазана. Здесь найдут свое счастье любители ловли щук. Щук в водохранилище очень много. Ну а любители элитной рыбы приезжают сюда зимой. Именно с середины января начинает брать сик. Неподалеку от водохранилища расположено крестьянское хозяйство, где вполне успешно разводят товарного прудового осетра, карпа, форель. В этом же районе есть природный водопад и легендарный Немой аул. Немой аул – археологический памятник. Таинственное название аула произошло благодаря ясновидящему, чье имя никто не знал. Местная легенда гласит, что народ приходил к этому человеку, чтобы тот дал им ответы на самые разные вопросы. Но сам ясновидец никогда не выходил в люди. Выходила женщина, которая впоследствии им же передавала видение старца. Может, потому аул называют Немой, так как было все тихо и без лишних разговоров. Тур 2 дня. Стоимость тура $20-30. Край 100 рукотворных озер, сосновый бор, смешанный лес – уникальные места произрастания папоротников. Все эти природные достопримечательности можно встретить в Мартукском районе вдоль транспортного коридора Западная Европа, Западный Китай. Тур 2 дня. Стоимость тура $40-50. Уилский район – удивительное с точки зрения истории место. Здесь когда-то проходила популярная Кокжарская ярмарка, находящаяся на участке Великого Шелкового пути. До наших дней там сохранились торговые ряды. Также туристы могут посетить сосновый бор и пески Баркын. Кстати, здесь даже разработаны методы лечения песком для людей, страдающих различными заболеваниями. Первое упоминание о процедурах с песком было еще в клинописных таблицах Вавилона. Эта процедура называется псамотерапия. Если дословно, то это лечение нагретым песком. Стоимость тура $60-70. Иргизский район – это прекрасное место для тех, кто любит наблюдать за птицами. Здесь можно увидеть розовых фламинго, которых во всем мире осталось не более нескольких тысяч. Тур 4 дня. Стоимость тура $80. Этот город с красивым названием «Город на Белом холме» впитал в себя богатую историю своего народа. Современный Актюбинск – город, который любит все новое и бережно хранит традиции. А жители города очень гордятся подвигами своих земляков, любят свою футбольную команду и с радостью встречают каждый новый день.